Всем привет! Всем привет, дорогие друзья, мальчики и девочки, вы смотрите программу «Пропеллер». Привет, давно не виделись. 426 выпуск. И наш первый сюжет посвящен замечательному музыкальному коллективу «Арка Артика». Ребята провели целых 2 концерта за один день. Зрители смогли насладиться не только вариациями на классические произведения, но и послушать саундтреки из известных сериалов, видеоигр, а также насладиться музыкой группы «Металлика». Смотрим! Арка с итальянского означает смычок, а Артика — это арктический, северный. Мы все играем на струнных инструментах. Это скрипки, альты, виолончели, контрабас, ну и также у нас клавиши есть. Иногда подключается гитара, барабан. Но основной состав — это, конечно, струнные инструменты, и мы занимаемся по законам струнного ансамблевого исполнительства. У нас замечательная команда, то есть это не только ансамбль, это еще и звук, звукорежиссура, свет, также видеоряд. Особенно на 2-м концерте все удачно совпало, все шло как и должно было быть. Я недавно начала только играть в ансамбле «Арка Артика», и впечатления были великолепными, мне понравилось. Ну, так как этих людей я знаю, они мне как семья, и зал так хорошо принял. В общем, было довольно прикольно. Впечатление море. Мы как-то работали, как никогда, вот как команда. Каждый что-то делал, что-то свое. Кто-то аранжировал сам какие-то вещи, делали каверы впервые. Буквально в последний день перед концертом начали поступать заявки о том, что хотели бы услышать музыку из сериала «Игра престолов». Я, честно скажу, я вообще не знаю, что это такое. Но нашли, сыграли. Вроде всем понравилось. Если честно, мне больше понравилось исполнять такие каверы, более современные, рок, естественно, такой. На самом деле меня все очень качало, мне хотелось там чуть ли не прыгать, трясти головой. Рок-музыку тоже надо уметь играть. Даже приблизить звучание наших инструментов к дисторшену. Нужно искать, исследовать особые приемы звукоизвлечения. И, как ни странно, вот исследуя эти приемы, мы, наоборот, как-то развиваемся в обычном плане исполнения тоже. Конечно, интересно было. Более свободная форма. Вот в чем плюс. Потому что классическую музыку играешь по каким-то правилам. Слишком себя свободно вести нельзя. А по такой музыке свободно. Даже это приветствуется, поэтому было довольно приятно. Диджеем у нас тоже интересно очень получилось. Мы попробовали совместить. Ну, у нас всегда живой звук, конечно. То есть никаких фонограмм, такого не может быть. Ну, Андрей Семенович, наш руководитель, Дюки Андрей Семенович, подход у него такой, как сказать, под нас, молодежный подход. И поэтому он спокойно так объясняет, то есть надо сделать так-то. Ну, вы же молодежь, вы должны знать, как это надо делать. Если я так объясню, что вот люди, они как точки, да, и они двигаются во времени. Каждый куда-то идет. И если вот совершенно разных людей нацелить на одну точку, то всегда возникает вот какой-то эффект слияния совершенно разных людей. И это очень интересно. Все мы как-то зависим друг от друга. Если хочешь пойти быстро, иди один. Если хочешь пойти далеко, иди вместе. Я раньше очень любил ходить в кино.
сейчас просто нет времени, но кино — это уникальный синтез разных видов искусств. Человек должен приходить как в кинотеатр. Конечно, мы кино не показываем, но что-то вот, чтобы в конце концерта человек сам для себя вынес. Какой-то, может, вопрос или, наоборот, ответ. Герой нашего следующего сюжета – молодой и уже известный своими работами фотожурналист и путешественник Максим Авдеев. Он живет жизнью, о которой многие из нас просто мечтают. Он ездит по разным странам, общается с интересными людьми и фотографирует. Наш корреспондент Настя Гриневецкая встретилась с Максимом и поговорила с ним на самые разные темы. Привет, расскажи, пожалуйста, что тебя привлекает больше всего в Якутии? Я, в принципе, люблю довольно необычные регионы, сильно оторванные от всего мира коммуникационно. Это там не относится, наверное, к Якутску, это скорее относится к поселкам по республике. Теплый Ключ, Уснера или Тикси. Это места, откуда просто так, хотев куда-то полететь, никуда ты не денешься. За время твоей работы фотожурналистом ты успел побывать во многих странах. Расскажи, какие тебе больше запомнились и чем? Я, в принципе, все помню. Я очень люблю Монголию, например. В какой-то степени она очень близка к Якутии в том, что это огромная территория, маленькое население, разбросанное по стране. То есть Монголия, наверное, единственная страна, где есть и вечная мерзлота, и при этом пустыня. Жизнь обеспечивать помогают только фотографии, либо же у тебя есть какая-то классическая работа, допустим, в офисе? Нет никакой классической работы, то есть я живу только за счет фотографии. Это не самая простая работа для того, чтобы жить. Там рынок немножко стагнирует, журналы испытывают не лучшие времена. Но при этом не на что жаловаться, работа есть. В то же время это тоже не для всех работа, потому что это огромный поток новых людей. Общаешься с ними, иногда живешь с ними. Ты начинаешь сразу чувствовать с ними как с друзьями, как будто вы 100 лет знакомы. А потом ты понимаешь, что ты уедешь и, может быть, никогда их не увидишь. 3 года назад снимал на станции Санникова, метеостанция между морем Лаптевых и Восточно-Сибирским морем. Очень тяжелое место, где смерть всегда очень близко. И начальник станции Саша погиб через год после того, как там были. Они с женой прожили уже 5 или 6 лет к тому моменту на севере. И через 2 месяца должны были уже снять на корабле, и они должны были вернуться домой. И вот буквально за месяц до корабля он ушел поправлять сети, и его лодку унесло в море, он не смог выгрести, потому что ветер очень сильный. Что для тебя самое главное в твоей работе? Это оперативность, либо это экстрим, рискованные съемки, или это все-таки... Истории. История. То есть самое важное – это история, которую ты рассказываешь. Не просто поснимать, что происходит, а понять, почему это происходит, как это происходит. Вообще для меня важен, в первую очередь, человек, но не сам по себе, а его взаимодействие с какими-то условиями или с тем, где он находится. То, что его характеризует. Человек может характеризовать то, что он живет отшельником где-нибудь под Эмиконом, а может характеризовать то, что он работает на металлургическом комбинате на Южном Урале. Что-то, что выделяет его от других. Я не говорю про условный богатый внутренний мир, я говорю про то, что ты можешь понять, скорее всего, о чем этот человек. Приходится работать, как мы уже поняли, в абсолютно разных условиях. И скажи, есть ли какая-то вещь, которая у тебя всегда с собой? Камера, значок, клеверочек. Изначально был такой клуб друзей с ретро-скутерами, но это как-то вышло за рамки мотогруппы и стало просто вот таким символом друзей у нас. Вот для кого там этот значок что значит. И как-то я привык, что он всегда со мной. А наш последний сюжет посвящен новой площадке, созданной специально для гик-движения в городе Якутске. Это место для тех, кто интересуется киноновинками, настольными играми, комиксами, музыкой, Максом Захаровым и многим другим. Поводом для новой встречи стала премьера фильма «Дэдпул». Смотрим! Главный
Главное кинособытие февраля 2016 года – премьера фильма «Дэдпул». И поэтому мы пришли в кафе для любителей комиксов и фильмов, чтобы узнать у них их мнение. Все идеально то, что я ожидала от этого фильма. То есть я не ожидала большого экшена, как в первых «Мстителях». Никто даже не пострадал. Он там висел еще до моего приезда. Дэдпул же это совсем другой иной персонаж. Сам по себе уже уникален. То, что он безбашенный. Мои мягкие французские булки. Фильм вот для фанатов. Какие у тебя впечатления от этого места? Очень приятная атмосфера, очень душевно, интересные рисунки, удобные пуфики и очень хороший кинозал. Тут нравится очень сильно нам атмосфера. Тут можно поговорить по душам. Тут, во-первых, бесплатно. В других антикафе 1 минута, по-моему, 2 рубля, а тут бесплатно просто можно прийти и поиграть с друзьями, посидеть. Можно смотреть кино и кушать одновременно. Я являюсь одним из организаторов Гикфеста, который проходит ежегодно. Появилась идея, давно зрела, создать такое место, где можно было бы, в такой атмосфере, где можно найти единомышленников и пообщаться на интересные для тебя темы. А какие последние киноновинки ты смотрел? «Омерзительная восьмерка». Похож немного на «Бешеные псы», но, наверное, концовка мне очень понравилась. «Восьмерка» вообще жестко крутой фильм, советую сходить. Многие могут не понять, но жестко прикольный фильм. Прям как будто сидишь, книгу читаешь. Посмотрел «Марсианин» и «Выживший». Надеюсь, Леонардо Ди Каприо наконец дадут этот Оскар. Самое интересное, что в фильме он вообще не разговаривает, но фильм держит на таких эмоциях и напоминает чем-то произведение Джека Лондона «Жажда жизни». Также каждую неделю здесь проходит турнир по игре Hearthstone. Это карточная игра, очень популярная. В этой игре 9 классов, 700 карт, что ли. И здесь эта игра такая от случая, то есть может нужная карта выпустить, а может и нет, то есть игра на удачу. У нас в планах проводить турнир по Hearthstone еженедельно. Интеллектуальные игры проходить тоже, в принципе, наверное, раз в 2 недели. Тематические нон-стопы постоянно проходят каждую неделю. Как-то так. Можешь ударить меня. Пока, да, говоришь? На этом наш выпуск подошел к концу. Увидимся ровно через неделю. Смотрите «Пропеллер». Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте пальцы вверх. Всем пока. Пока-пока-пока-пока. Заходите в наше сообщество ВКонтакте Проб ТВ и побольше лайкайте нас. Встретимся ровно через неделю. Всем пока. Всем пока. Всем пока. Всем пока. Да. Якутский колледж инновационных технологий приглашает школьников 9 и 11 классов получить престижные специальности: сервис на транспорте, операционная деятельность в логистике, право и организация социального обеспечения, земельно-имущественные отношения, экономика и бухгалтерский учет. ЕКИТ. Будущее в твоих руках.